از همین سبب دیگر نمیرسونه کمرد اون چیزی که ضروری که من یعنی که شخصی عربای خطیر رابم کاری خدمت بور کدوم بیایم نمیرسونه اکا. Во всех районах страны, кроме столицы и областных центров, потребители электричества, включая предприятия и больницы, снабжаются электроэнергией по несколько часов в сутки, вечером и утром. Власти объясняют это профилактическими работами по подготовке к зимнему сезону. Первые сообщения об ограничениях в подаче электроэнергии появились в соцсетях еще в первой половине октября. Сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях о любом запланированном нормировании электроэнергии безосновательны, заявила государственная компания Barki Tajik. Тем временем в интервью Азади несколько жителей Таджикистана подтвердили введение лимитов на электричество. Так, например, владелец частной стоматологической клиники Мурод опасается, что его клиника обанкротится, если отключение электроэнергии, начавшееся в октябре в большинстве районов Таджикистана, продолжится зимой, как ожидают многие люди. У нас электричество есть по утрам и вечерам, в течение нескольких часов, но в рабочее время нет, сказал Мурод, пожелавший не называть свое полное имя. По словам Мурода, он использует небольшой фонарик или иногда свет от своего мобильного телефона для осмотра ротовой полости своих пациентов. Напомним, жители страны надеялись, что после частичного введения в эксплуатацию Рагунской ГЭС в 2018 году лимиты на электроэнергию будут отменены. Более того, в декабре прошлого года на рабочем совещании с участием членов правительства, руководителей Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, районов столицы, городов и районов республиканского подчинения, президент Эмомали Рахмон призвал население к экономному использованию электроэнергии, пригрозив введением ограничений на его подачу. Причем в этом же году только за 3 месяца экспорт электричества из Таджикистана вырос на 80%.